А теперь мы сделали наши туннельные ленты, наши кармашки для нашего китового уса. И мы теперь должны отрезать его от основной, получается. И Так, он должен быть короче, да? Вот. да, он должен короче, потому что мы будем закрывать потом верх и низ бейкой косой. И нам надо где-то сверху отступить 1,5 сантиметра и также снизу 1,5 сантиметра. Ну, сантиметр 1,5. Тут ничего страшного. И еще такой нюанс. Китовый ус лучше отрезать ножницами, которыми вы режете бумагу, которые, как сказать, вам не жалко. Потому что китовый ус, он тупит очень Портит сильно. ножницы. Да, ножницы. И поэтому я отрезаю, я отмерила и отрезаю 1, 2, 3, 4 наши детальки. И теперь мы вставляем также, обычно китовый ус, он загнут, потому что они в бобинах продаются. И для удобства, потому что бывает, что где-то чуть меньше сделали отсрочку, чтобы китовый ус смотрел наверх. Тогда он, получается, поднимается и нигде не цепляется. И спокойненько, свободненько проходит в наши кармашки. Ну и будет как бы по талии, да? Да, Тоже? да. Ну, это мы потом все равно утюжим. Так что, Выпрямляется. да, выпрямляется. И также, вот видите, он немножко и мы, получается, да, мы, получается, немножко его продеваем. Вот так вот. Вот. И дальше. И с другой стороны также. Так. Теперь нам необходимо установить люверсы. Нам нужно осноровить наш Как раз пояс. вот серединочки, да? Да, серединочки. Вот получается, мы установили китовый ус по краям, а посередине у нас должен быть, Пустая. да, они должны быть пустые, нам нужно установить туда люверсы. Мы измеряем. Так, 17 сантиметров у нас получился пояс. Но тут также мы отступаем 1 сантиметр 1,5 от края и отсюда отмеряем. Ну, это получается где-то будет 14 сантиметров. Мы можем установить это на расстоянии 2 сантиметров. Так, 2, так, 4, так, 2, 4. Между 6. каждой Да, дырочкой 2 между... сантиметра. Да. Так. И теперь берем наш пресс, устанавливаем на него пробойник. У меня, к сожалению, маленький пробойник, потому что я в Якутске не смогла найти нужного размера пробойник. У меня пробойник на 2 мм, а люверсы у нас на 4 мм. То есть дырочка, она 4 мм, я делаю 2. Вообще, по идее, пробойник мне нужно, чтобы он был 3 сантиметра, 3 миллиметра, на миллиметр меньше нужного диаметра. Но я делаю 2 и потом немножко подрезаю. Стараемся устанавливать по центру, чтобы все прям ровненько, красиво было. Так. Теперь мы немножечко делаем такие насечки. Это и делаем только потому, что у меня маленький пробойник 2 миллиметра, а должно быть 3. И я вот на этот миллиметрик сама ножницами проделала. Конечно, очень много времени, но, к сожалению, у меня вот сейчас нет. Так, теперь мы устанавливаем вот наши люверсы. Мы берем верхнюю часть, растягиваем и проталкиваем нашу вот дырочку, да, вот это отверстие наше. И так вот таким образом устанавливаем. Сверху укладываем шляпку вот эту. И закрепляем, да? Да. Оп. И у нас получилась такая красота. И так все остальные. Проделываем, да? Галина, а есть у вас такая вещь, которую вы сделали сами, которой вы вот гордитесь больше всего? Вещь?
которую вы шили, сотворили сами? Ну, вообще, вот из Самая, последнего, может, да. дорогая для вас вещь? Вот из последнего, это, конечно, моя коллекция, вот, которую я в этом году создала из 3 платьев. Очень много ручной работы. Все было вышито, расшито вручную. Да, и корсеты. Все от и до было как бы ночами, тем более, что работу мою основную никто не отменял. Это все было в дополнении. А основная работа ваша? Это я шью на заказ. Я как раз это было летом, весна, лето, вот все это время шила. Ну и параллельно коллекцию. Да, свою, и да? коллекцию, да. Как бы дети, муж, домашние уроки никто не отменял, и, соответственно, потихоньку, вот по ночам, где-то там урывками, пока дети спят, я шила. Ну, я очень горжусь своей коллекцией, я прям... Мне нравится такое создавать. Сейчас я в процессе создания второй своей коллекции. Тоже буду участвовать в конкурсе. Этот конкурс у нас пройдет в марте месяце. Надеюсь, что я с этой коллекцией буду участвовать на подиуме. Что за коллекция? Название я, к сожалению, еще не придумала ей, но коллекция будет состоять из 6 платьев. И оно, как бы платье, я задумала создать такими женственными, полупрозрачными. Там, конечно же, будет участвовать везде, во всех платьях корсет, но я хочу корсеты, чтобы они были такого телесного цвета, чтобы они были на теле незаметны, чтобы только девушка чувствовала, что на ней корсет, чувствовала себя уверенно, как бы окружающие люди видели только само платье. Интересно. И хочу использовать такие легкие, струящие ткани, чтобы, как сказать, такую женственность показать, грацию девушек. Ну, в процессе. Это такой момент творческий, что сегодня я говорю так, а завтра может поменяться все по-другому. Да. Творческие люди, они такие. Да. А вдохновение приходит от чего, когда? В какое время года, в какое время суток? Ой, ну, вдохновение вообще, оно может, как у любого человека, как говорится, идеи загорелся, и все, и ты, всё. да, и ты спать, не есть, ничего не можешь, и пока вот не добьешься своей цели. Также и у меня вот загораюсь чем-то, и потом начинаю, как говорится, как мой муж говорит, терроризировать всю свою семью. Потому что начинается дома везде мои рисунки, у детей забираю альбомы, потому что это все сначала рисуется, коллекция, да, потом подбираются ткани какие, то есть хожу по магазинам, по интернет-магазинам, выбираю, придумываю. Так что вдохновение, оно может прийти вот от любого даже события в жизни. Согласна. Так что так. Ну и поскольку в этой сфере с детства, можно сказать, да, уже в детстве вы понимали, кем будете? В детстве я всегда хотела быть учителем. И, ну, не знаю, может быть, там, не знаю, честно. Может быть, и когда-нибудь и захочется мне в преподавательство уйти. Но пока я с шитьем, вот именно в таком профессиональном плане, я начала заниматься в 2019 году. До этого это были просто курсы, онлайн-курсы. Ну, может быть, преподавателем по тому же шитью. Ну, да, может, Когда-то, всё да? может быть, да. Совместить свое Да, и, да. и- Ну, я сейчас, у меня вот желание. дочка, да, 6 лет, она очень сейчас загорелась шитьем и периодически просит меня, чтобы я ей показала, чтобы мы вместе с ней пошили кукла. Ну, вот,
да, в каком-то мере я сейчас этим Практикуетесь занимаюсь. Да, практикую. на детях. Да, да. И показываю, рассказываю. К машинке, конечно, пока еще не подпускаю, но вручную она что-то там делает. Недавно мне сшила маску для сна. Даже ее украсила, ты. разрисовала ее. Да. И теперь только в ней спите. Ну да, можно и так сказать. А какие планы вообще на дальнейшее будущее? Ну, планы у меня, очень много планов. Стать известным всемирным Да, конечно, дизайнером. Конечно, Да. конечно, только так. Конечно, очень хочется участвовать в показах. Мне прям это интересно. Это Ну и это, наверное, необходимо, да, для... Ну, каждый выбирает по-своему. Например, кто-то дизайнер и шьет, имеет ателье и шьет там, для своих клиентов, для своей семьи, для себя. А я хочу прям быть знаменитой, узнаваемой, чтобы... Да. Я также знаю, что вы планируете, ну не планируете, уже решили переезд, то есть на ПМЖ, уже Да. покидаете Якутск. Я просто радуюсь, что вовремя вас ухватила, успела, да? Да. Вот в скором времени, конечно, да, мы переезжаем. Но это не связано, конечно, с моей карьерой, это просто мы давно об этом мечтали, наша семья, чтобы жить поближе к морю. И вот, наконец-то, наша мечта сбывается. Здорово, да. Да, и я надеюсь, что там будет больше у меня перспектив, больше возможностей, больше не знаю, воодушевления. Да, и может быть, что вы потом будете говорить, а мы ее снимали. Да, вы останетесь в истории, по крайней мере, якутского ТВ, точно. Это точно. И как говорится, главное мечтать и идти за своей мечтой. Как говорится, лежать, сидеть, смотреть, но в сторону своей мечты. кто знает, может быть, и я когда-то буду в Голливуде работать. Да. Встретимся с вами. Конечно. Я вам буду наряды шить на красную На красную дорожку, да. Да. Кто знает, мечтать не вредно, как говорится. И в жизни все возможно, да. Как сказала Галина, главное следовать своей мечте. Да, ставить цели и идти к своим целям. Отбросим мысли про Голливуд и вернемся к реальности. Мы заканчиваем наши, как это правильно? Флюверсы устанавливать. Флюверсы. А вот ниточка же должна быть, да, между ними какая-то? Да. Я сегодня ленточка? Можно ленточку атласную. Есть, продаются специальные даже. В принципе, тоже на фантазию, да? Да. Тут можно шнурок, можно какой-то там... Даже можно менять. Конечно, да, конечно. Кто-то использует макраме, там плетет. Это вообще... Теперь мы вставляем наш китовый ус вот в эти кармашки, которые мы сшили. Точно так же отступаем где-то сантиметр-полтора от края, и я делаю сразу на две стороны. То есть на левую и на правую половинку. Тоже не забываем округлять. Да, округлять обязательно. Концы. И также вставляем аккуратно, вверх, чтобы они смотрели обязательно вверх. Потому что если вниз, он будет сложно вставляться. Также для укрепления, кстати, вот не сказала, можно прокладывать две строчки. То есть от этого шва основного, который мы прокладываем, можно делать кармашек с другой стороны. Тогда это будет усиление. Ну или, например, контрастными нитками. Можно черными нитками прострочить было, чтобы это прям было подчеркнуто, да? Подчеркнуто, да. Ну, тут, как говорится, фантазия, ваша фантазия, кто как хочет, кому как интересно, как. Теперь вот сюда
И точно так же Ну, отмеряем. везде, да? Да, и везде, по всем кармашкам мы устанавливаем наш китоус. Вот уже не терпится посмотреть результат. Очень нравится мне цвет. Такой, ну, приятный, что ли. Такой осенний. Осенний. Да. Он такой не солнечный, а приглушенный желтый. И я думаю, сейчас с каким-нибудь свитером, поверх Да, даже да, свитера, да, да, да. с джинсами, мне кажется, очень даже актуально. И модно, и красиво. И... Так, вот так продеваем. И так все. Вот на спинке у нас получается большое такое пространство. Здесь тоже можно даже вышивку сделать какую-нибудь. То есть можно даже также прострочить, сделать кармашки для китового уса. Ну, тут, как говорится, Даже ваш- что-то нарисовать, наверное, Да, можно, да? красками под камень, да, можно нарисовать. Можно, например, застежку делать сзади, а не спереди. Так, сюда. Мгм. Так, теперь нам надо выровнять, осноровить его, чтобы вот не было таких моментов, вот, которые в ходе шитья появляются. Это происходит из-за того, что это все-таки как кожа, она очень плохо идет, где-то растягивается, плохо идет под лапкой. Такая если- немножко капризная, да? Ну да, и как кожа, Ага. конечно, нужно ее уметь шить. Ну, как бы для новичков я бы, конечно, не советовала. Лучше попробуйте ФБ, которые, знаете, есть же цветные, там, с цветами, с бабочками, там, не знаю. с Для каким-то, начала, да. Да, с принтом. Что-то Вот, например, попроще. вот этот корсет, да, тут просто вот белый став. Вообще она была ткань с принтом. Я просто его с поверх вышила, Да. и все. И то есть это можно использовать такую же ткань в корсетном поясе, таком корсажном. Так, теперь все, А сколько по времени занимает сшить корсет, допустим, базовый Корсет? какой-то определенный? Ну, вы знаете, вот прям такое точное времени я не могу сказать. Вообще есть как это, нормы времени. Профессионалы сшивают за 5 часов, по-моему, я смотрела норму времени пошива корсета. Я, конечно, не настолько еще профессионал, еще не могу за 5 часов сшить корсет, в связи с тем, что, и, может быть, если бы я села от и до и чисто работала, я бы, может быть, и сшила, если бы меня никто не дергал, но так как я работаю дома, где-то детки подбегают, где-то нужно... Все равно отрывают. Да, так да, или да. иначе. И, Дела. да. Поэтому я вот, честно, сколько я шью, я, вот если так посчитать, ну, часов 8-12, вот так. Ну, если, я думаю, сесть. Так, теперь нам надо закрыть края. Края мы закрываем основной тканью. Ну, это тоже на ваше усмотрение. Вообще можно, например, для, как сказать, можно, например, было черный. Если бы, например, черную отстрочку, можно было бы черной тканью там, закрыть. Ну, красной отстрочку красной. Ну, то есть это чисто ваша фантазия. Можно. Я хочу сегодня сделать основной ткань. Материал. Так, мы должны отрезать, так как у нас не получится с моего отреза косую бейку сделать, ну, слишком много будет швов. Косая бейка, чтобы вы понимали, это 45 сантиметров, полосочки 3-3,5 сантиметра. И вот такие полосочки мы должны будем сшить. Но я думаю, эко-кожа, она достаточно хорошо тянется, будет ничего страшного, если мы вдоль отрежем. Отрежем где-то 3-3,5 сантиметра. Да. Это будет наш. Теперь мы, вот у нас такие две полосочки.
должны пришить их. То есть мы, смотрите, мы пришиваем к одной стороне, и потом мы будем вот так загибать и закрывать этот край. Так, я это сажусь и делаю сразу на машинке. Для начинающих я рекомендую также приметать ниточками, вот так все край к краю. Сначала. Да, сначала приметать и потом уже садиться за машинку. А мы сразу пошли за машинку. Что я запуталась? Так, еще самое главное, нужно смотреть, чтобы китовый ус не попал под иголку, потому что он может в процессе там, как сказать, сдвинуться и стать прям в край. Нужно прям следить, чтобы китовый ус, да, потому что это уплотнение такое серьезное, и в процессе пошива иголка может сломаться, и не дай бог какая-нибудь травма. Это нужно прям аккуратно. Тем более у нас тут технику безопасности прошли. Да. Конечно, в щите, когда иголки. Заворачиваем и подворачиваем, и по краю прокладываем строчечку. То есть у нас получается красиво. Но так как у нас сегодня телефона нету, мы прострочим, потому что она будет плохо идти и по коже может оставить дырки ненужные нам. Поэтому и опять же проверяем, чтобы не попадалось китовый ус, потому что мы там шили, немножко его сдвигали же в край. И теперь здесь нужно прям аккуратно смотреть, чтобы он точно был прям подальше от края, чтобы он не попал под иглу. Так, ну что, мы завершили Да, наш пояс. Закрыли наши срезы ручным швом. Вот такой вот у нас пояс получился. Теперь мы в люверсы ставим нашу белую ленту. К сожалению, в магазине я не смогла найти желтую атласную ленту. И проденем. Сейчас можно будет показать результат. Так. Так, ну все, наш завершающий Да. штрих готов. Мы закончили. Как бандажный пояс, да? Корсажный. Корсажный. Корсажный пояс. Корсажный.
Корсажный пояс наш готов. Такой очень модненький, достаточно яркий, осенний, можно сказать, да? Можно сочетать со свитером, с рубашкой, да хоть с футболкой, наверное, Да, даже, да, да? да. На все, опять-таки, Да. фантазия девушки, человека. Можно расшить, расписать, все что угодно, все, что вашей фантазии угодно. Мгм. Очень красивый, Галина, спасибо огромное Спасибо большое, за, что позвали меня. да, за то, что вот показали, раскрыли какие-то секреты вот для наших телезрительниц, да, которые вот будут по вашей рекомендации, надеюсь, себе шить такие красивые вещи. Не за горами уже Новый год. Да. И я думаю, что Да. даже за одну ночь можно вот сесть. и Да, за один вечер сотворить себе красоту. Да, спасибо Очень большое. надеюсь, что мы с вами не последний раз встречаемся, потому что Галина нам обещала еще провести кое-какой мастер-класс. О нем мы уже в следующей программе с вами поговорим, я очень надеюсь. Еще раз спасибо. До встречи на телеканале Якутия 24.